Здравствуйте! В эфире передача «Преступление, наказание, закон». В студии Александр Федюнин. В школе номер 12 проводилось военно-спортивное мероприятие «Снежный барс». 5 мая в спортивном зале школы номер 12 традиционно проводилась военно-спортивная игра «Снежный барс». В этом году мероприятие было посвящено Дню Победы в Великой Отечественной войне. Состязания были организованы руководством детского дома «Берегиня», военно-спортивного клуба «Молодой десантник», управления образования города Якутска, подразделениями охраны общественного порядка, патрульно-постовой службы, отдела участковых уполномоченных и подразделения по делам несовершеннолетних столичной полиции. В мероприятии приняли участие 6 команд, как из общеобразовательных школ, так и из коррекционных школ-интернатов. В состав жюри был приглашен заместитель прокурора города Якутска Виталий Аникеев. В качестве главного судьи выступил заместитель начальника межмуниципального управления МВД России Якутская Виталий Харчев. Победу в соревнованиях одержала команда детского дома «Берегиня». Второе место досталось Маганской средней общеобразовательной школе. Третье место заняла команда номер 1 школы номер 4. В столице республики проводится операция «Охотник». В столице республики проведена операция «Охотник», которая проводилась Департаментом охоты, Департаментом охраны природы, Главным управлением МЧС, сотрудниками отдела лицензионно-разрешительной работы межмуниципального управления МВД России Якутская. Также были задействованы сотрудники ГАИ, ОМОН и участковые уполномоченные полиции. Я понимаю, да. Вот пройдемте. А можно здесь разрешение? Нет, уже нарушение. Разрешение нет. Скажите все. А можно разрешение есть, да, у вас? Дома есть. Нет. Так, 12-го калибра. Ружье патрон 12-го калибра. Феттер. Чтобы их перевозить, у него что должно было? Разрешение на хранение. Разрешение оружия. Соответствующего калибра ружья будет. Вообще без оружия. Еще раз покажите сюда. Там их много, да? 25. Вот еще патронтаж его с патронов тоже. 25. Так, патронтаж у вас останется. Мы это все будем изымать у вас. Я бы разрешение вызвал сейчас или друзей. Нет, у вас здесь нарушение 20.864 АБ РФ. Ну как бы разрешение-то есть, Который владеете оружием. Вот. Разрешение. Патрон переводить разрешение. В ходе операции проведено 50 рейдов, изъято 119 единиц гладкоствольного, 5 нарезного и 4 единицы оружия самообороны. Составлено 88 административных протоколов. В настоящее время рейдовые мероприятия по выявлению правонарушений в сфере оборота оружия продолжаются. Сотрудники отдела по раскрытию разбойных нападений столичного управления полиции задержали злоумышленников, совершивших серию краж. В настоящее время в производстве у следователей 3-го городского отдела полиции находится уголовное дело по 8 эпизодам краж. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела по раскрытию разбойных нападений столичной полиции совместно с оперативниками 3-го ГОМа поймали злоумышленников, кравших инструменты из гаражей и технических помещений небольших предприятий. Первую кражу криминальный дуэт исполнил зимой 2014 года, утащив со склада газовый котел. Все остальные подвиги, в кавычках, совершались в апреле текущего года. Молодые люди, один 83-го, другой 89-го годов рождения, обчистили ЖКХ Нажерницкого, где унесли болгарку и сварочный аппарат. На той же улице, представившись хозяевами, продали чужой контейнер, из другого украли имущество. Со вторынка укатили 20 автомобильных покрышек. Вещи продавались за копейки любителям сэкономить. В частности, имущество из вскрытого ими гаража, пусковое устройство, болгарку и сварочный аппарат они продали в автосервис «Дизель» за 5000 рублей. А за сколько купили? За 5000. Все вместе? Ага. Нужна ручка или нет?
Сыщики установили, что молодые люди употребляют наркотики, поэтому постоянно нуждались в деньгах, чтобы купить себе дозу. Когда сотрудники полиции привезли задержанного на место происшествия, потерпевший не смог сдержать эмоций и долго возмущался коварством злоумышленников. Как оказалось, подозреваемые были знакомы с владельцем гаража. Он производил для них технические работы со скидкой. Аккумулятор был у вас или нет? Да, два аккумулятора были. Были два аккумулятора. Болгарка, два аккумулятора, сварочный аппарат. А на ключи джипа почему взяли? Джипы. Вот это стоял этот джип. А? Тебя не стыдно? Тихо. Подождите. Сколько скидки сделали тебя раз здесь? А? Сейчас следственное действие, пожалуйста, успокойтесь. В настоящее время похищенное изъято и будет возвращено хозяевам. Мы надеемся, что это послужит уроком как для работника автосервиса «Дизель», прикупившего краденое за копейки, так и другим любителям дешевизны. Ведь теперь у покупателя нет ни инструментов, ни 5000 рублей, которые он за них заплатил. Поэтому убедительно рекомендуем не скупать краденые вещи, а наоборот, в случае подобного выгодного, опять же в кавычках, предложения сразу обращаться в полицию. Ведь кражами из гаражей занимаются, как правило, серийно. И тот, кто сегодня радуется дешевой покупке с рук, завтра может стать следующей жертвой воров, если их вовремя не остановить. Дознаватели отдела полиции номер 1 расследуют уголовное дело по факту незаконного приобретения и перевозки оружия, изъятого сотрудниками ГИБДД у водителя на Покровском тракте. На пульт оператора 02 поступило сообщение о том, что в сторону Покровского тракта движется автомашина Toyota Vista, водитель которой находится в нетрезвом состоянии, а в салоне лежит обрез охотничьего ружья. Иномарку задержали сотрудники ГАИ. Водитель оказался трезвым, но обрез действительно находился в автомобиле. 21 апреля 2015 года в дежурную часть поступила ориентировка о том, что по Покровскому тракту города Якутска движется автомашина, в салоне которой находится оружие. Сотрудниками ГИБДД автомашина была остановлена. В ходе осмотра автомашины в ее салоне было обнаружено оружие. Была проведена экспертиза, согласно которой изъятое оружие является гладкоствольным огнестрельным охотничьим оружием, переделанным самодельным способом. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 Уголовного кодекса. Санкция данной статьи предусматривает уголовную ответственность в виде лишения свободы до 4 лет. Обвинительное заключение направлено в суд уже? Нет, в данное время ведется расследование. А мера пресечения для него какая избрана? Избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Сотрудники АВО задержали гражданина, отобравшего деньги у прохожего. Задержали Чернышевского возле кафе «Юпи». А он убегал или что? Не, они пытался скрыться? Зашли, получается, на территорию частного сектора. А он не один был, да? Вдвоем были. А можно эти деньги? Это вот эти вот деньги, да? А сколько там, какая сумма? 850 рублей. А они совместно распивали, да? Или Нет. что? Он не знает, кто ты пишешь. Вообще они не знакомы, да? Раньше свиделись где-то. Вас сотрудники за что доставили в отдел полиции? Я на даче работал, да? И там шел мужчина, со мной, который работал. Я куртку снял, все переоделся, а он мне 250 рублей украл. И вышел, я за ним погнался. Оказывается, у него еще деньги были, 500 рублей. Я его догнал на улице и отобрал все деньги. То есть и свои отобрал, и его отобрал? Да. А вы разве не посчитали, сколько вы отбираете? Я просто с кармана вытащил, и все. Я даже не знал, сколько там есть. Я видел, что мои деньги в карман клал. На этом наша передача окончена. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.
Весной в Якутске часто похищают велосипеды. Чтобы не лишиться транспортного средства, никогда не оставляйте технику на улице, даже если вы на минутку заскочили в магазин. Для кражи оставленного без присмотра велосипеда этой минутки хватит злоумышленнику с лихвой. Не стоит уповать и на противоугонные тросы. Если изделие китайского производства, имеющий определенные навыки вор, может сорвать его голыми руками. Но и достаточно прочный трос не является гарантией безопасности. При наличии элементарного инвентаря перерезать его не составляет труда. С этой задачей злоумышленники легко справляются с помощью обыкновенных кусачек. Многие граждане считают, что можно хранить имущество в подъезде, где оно будет скрыто от посторонних глаз, особенно если входная дверь оборудована домофоном. Здравствуйте, откройте, пожалуйста, дверь. Я ключ забыл дома. Как видим, практика показывает, что открыть домофон очень просто. Стоит позвонить в любую квартиру и представиться почтальоном, сантехником или соседом, забывшим ключи, как сердобольные жильцы немедленно открывают дверь. Праздношатающиеся воры, которые зачастую нигде не работают, прочесав несколько подъездов, обязательно найдут чем поживиться. Похитить технику с лестничной площадки так же легко, как и с улицы, оборвав непрочный трос, либо перекусив его при помощи подручных средств. Поэтому обязательно сохраняйте документы на велосипед. Сделайте несколько фотографий своего транспортного средства, чтобы в случае кражи вы смогли доказать его принадлежность именно вам. Убедительно просим горожан не оставлять вещи без присмотра. Заводите велосипеды в квартиру. Используйте для хранения прихожую или балкон. Граждане должны помнить о том, что несут ответственность за сохранность своего имущества. Кампытын кырдалын әнеме Әнмеғе бетін бір тылы Әйгін таптыбын дебеті Бұста қабыл жанан мен бардым Қарама түге қән Әйіғе бәті қәбіппі Bir тылы доғыру Аты бар туранын оғану Сибекки тупутун кериспе Қарағын олара мен борбар Сыпсыластамақ болан түстілер Бұста қабыл жалан мен бардым Қарама түге қән Әйіғе бәті қәбіппі Bir тылы доғыру Бұста қабыл жалан мен бардым Қараңа түге қән